В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Лимиты вызвали вопросы. В Общественной палате разбирались в теме. Объем производства 28 миллиардов рублей. Столичная администрация подвела итоги деятельности за прошлый год. Весна с Аквафон. Новый конкурс от сотовой компании. Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба принял академика, профессора, участника Великой Отечественной войны, директора НИИ ЭПИТ с 1959 по 1993 годы Бориса Лапина. На встрече обсуждались перспективы развития научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. Борис Лапин напомнил об уникальности НИИ ЭПИТ и высказал свои предложения по его развитию. Академик обратился ко всем, кто когда-то имел отношение к институту, внести свой вклад в развитие Сухумского обезьяньего питомника. Президент Рауль Хаджимба подчеркнул роль Бориса Лапина в становлении НИИ ЭПИТ, который и сегодня продолжает дело, начатое в свое время академиком. Как отметил президент, несмотря на все трудности, руководство страны будет работать над тем, чтобы институт жил и продолжал развиваться. Тема лимитов сейчас одна из самых актуальных и обсуждаемых в нашем обществе наряду с выборами в парламент республики. Экзамены позади, но несогласных с их результатами много. Сегодня вице-президент Виталий Габния, курирующий квоты для поступления в вузы России, на заседании Общественной палаты разъяснил ситуацию. Все подробности у Симы Аргун. Всегда считалось, что престижное образование можно получить только за границей. Такую возможность предоставляет нам Россия, которая ежегодно дает квоты для поступления в российские высшие учебные заведения на целевые места. В этом году по квотам было выделено 150 мест, вместо заявленных 220, а претендентов в 2 раза больше. Несмотря на то, что наблюдается некий отход от традиционных специальностей, все же юриспруденция, экономика и медицина пока на первом месте. Но будущие студенты также предпочитают и другие перспективные направления, которые в дальнейшем могут быть востребованы в нашей стране. На протяжении 3 лет представительство Россотрудничества в Абхазии занимается распределением предоставленных квот и частично координирует работу. С абхазской стороны курирует это направление вице-президент Виталий Габния. По прошествии первого экзамена мы получили десятки и десятки положительных оценок, но положительных со 100 баллами. Чтобы было понимание, за каждую орфографическую ошибку снимается 2 балла, за каждую пунктуационную снимается 1 балл. С точки зрения орфографии в наших школах преподают достойно русский язык, но в авторском тексте выставлять пунктуационные ошибки, двоеточие, точка запятой, дефисы, а в особенности многоточия, практически невозможно. Чтобы не было ни одной ошибки. А таких, повторюсь, было работ десятки и десятки. Если мы возьмем просто ради интереса и проведем на филфаке 5-го курса такой диктант, у нас с пунктуационными ошибками будут ряд проблем, не менее 2, об этом говорят все специалисты. Это дает право людям сомневаться в том, что утечки не было. Когда мне говорят о том, что в 2015-2016 году, что экзамены проходят нечестно, я им разбираю вот ту систему, которую в первой части я вам сказал, и все вопросы снимаются. Она понятная, прозрачная, а болтать, извините, можно все что угодно, поскольку во всем этом есть правда и, как всегда, есть вымысел. Как пояснил Виталий Габния, в этом году принципы отбора несколько изменились. Экзамены уже позади, но несогласных с итогом и процессом проведения отбора уже очень много. Виталий Габния считает, что есть много причин сомневаться в прозрачности и справедливости экзаменационного отбора. Конверт должен быть защищен не менее 3 печатями ведомственными, в каждом из которых по каждому экзамену должно быть 10 заданий на защищенной бумаге с ответственными лицами, кто составлял это задание и несет за него ответственность, и многое другое, вот ровно так, как везде при любом отборе. Нам идет вскрытие пакета, который, на мой взгляд, я говорю, был написан с коленок, и у нас есть право так говорить, поскольку без одной голограммы, без одной подписи, без одной печати в конверте, который, можно сказать, в канцелярии нашей был куплен. Ничего совершенно. Увидев непосредственно в момент проведения экзамена, я хотел его вовсе отменить, но уже
невозможно это было сделать, поскольку механизм был заведен. По словам вице-президента, в этом году процедура проведения экзаменов была нарушена. При этом, как отметил Виталий Габня, у абхазской части комиссии не было возможности вмешиваться в эти процессы. Когда люди видели, что вскрылись конверты без какой-либо голограммы, не защищены, причем 3 работы, где у детей информация не держится, и по выходу экзамена они позволяли себе говорить: а мы именно хотели, чтобы вот именно это задание из 3 мне попалось. Есть основания у родителей по этому поводу возмущаться. Исходя из той прозрачности, которую мы обозначили и выставили на сайте Россотрудничества и вице-президента, то если не будут от них ключей, то есть самих заданий и ответов, мы не можем проверить. И когда родители требовали ключи, не требовали, а говорили: это их право. Мы так проводим экзамены в МГИМО, которые проходят по линии Министерства иностранных дел. Прямо после экзаменов, сразу же, правда там наплыв другой, мы даем и ключи, где вместе с преподавателем родители могут сидеть и видят, как все это выставляется, все это им можем дать домой, где они это могут, я не знаю, там еще раз кратно проверить. То есть это понятно, и все вопросы снимают. Так вот, наша российская сторона в лице группы людей, женщин, которые приехали с Ростовского Южного федерального университета, говорят: это наша интеллектуальная собственность, извините, и мы ее здесь показывать никому не собираемся, и оставлять тем более. На что мной была собрана комиссия расширенная, где Сергей Макарович и министр Адгурпатович на ней присутствовал, где с моей стороны был очень жесткий, предельный диалог, где я им задал простой элементарный вопрос: а как нам проверить на те десятки и десятки апелляций, которые к нам непосредственно придут после этого экзамена? На что мне ответа не последовало, где было сказано как мантра, что это их интеллектуальная собственность, и они забирают. Причем такая собственность, где нету ни одной печати, ни ответственных сторон, в общем, ничего. В этом году Министерством образования Абхазии был введен обязательный экзамен по абхазскому языку для поступления по квотам. И по мнению министра Адгура Какоба, это было необходимо. Министр высказал обеспокоенность проведением и итогом отборочных испытаний для поступления в российские вузы. Поэтому до выяснения всех обстоятельств министерство выходит из состава комиссии. Qarana imepus wazaro hare shahtaxu yaha yartını ataçıgi urgutunçını izdırvoz цет талы изымдырвозын хэтханы рхо атабила заша қаланза а комиссия усура халцует. Декан юридического факультета АГУ Сергей Смыр отметил, что еще не отработан механизм возвращения на родину молодых специалистов. По его мнению, необходимо обязать студентов отрабатывать в том числе и российские дипломы. Предлагается сделать так. Он поехал туда обучаться бесплатно, он там живет бесплатно в общежитии, и он должен вернуться в свою страну, отработать. Тот диплом, который российский вуз обязан выписать, он должен дипломатической почтой прийти к вице-президенту, если он возглавляет эту работу. И после того, как этот выпускник принесет справку о том, что он отработал, хотя бы определить возраст, срок, он получает этот диплом, и ради Бога работать. Такого, к сожалению, тоже у нас нет. На заседание Общественной палаты были приглашены представители Россотрудничества в Абхазии, но они по каким-то причинам не пришли. Члены Общественной палаты Абхазии высказали свои соображения по выходу из сложившейся ситуации. Виталий Габни отметил, что было подано десятки заявлений на апелляцию. Большинство из них были удовлетворены. Но это, по словам вице-президента, не решает проблему. Все возникшие вопросы будут обсуждаться на уровне министра образования Российской Федерации. Есть надежда, что в следующем году этих проблем уже не будет. Сима Аргун, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Сухумская городская администрация подвела итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. Согласно представленным данным, совокупный объем производства товаров, работ и услуг по всем отраслям экономики столицы составил более 28 миллиардов рублей. Нисфа Аршба продолжит тему. В Сухуми более 1000 предприятий и организаций, однако лишь половина из них ведет хозяйственную деятельность и приносит столице доход. Совокупный объем производства товаров, работ и услуг по всем отраслям экономики города Сухум составил 28 миллиардов 970 миллионов 745 тысяч рублей, что составляет 104,4% от запланированного объема и на 17,2% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Совокупный объем прибыли за рассматриваемый период составил 3 миллиарда 225 миллионов 158 тысяч рублей, что составляет 166,8% от запланированного объема и на 31% превышает аналогичный показатель прошлого года. Данный факт, по словам Леона Кварчи, свидетельствует как об увеличении физического объема продаж ряда крупных предприятий, так и об оптимизации себестоимости производимой продукции, работы услуг и более эффективном управлении бизнесом в условиях сложной макроэкономической ситуации. Общая численность работников, задействованных в различных сферах экономики города Сухум, составила 8652 человека. Это, естественно, по официальным данным. При совокупном фонде заработной платы в 1 миллиард 637 миллионов 679 тысяч рублей, что превышает на почти 14% аналогичный показатель прошлого года. Так, показатель среднемесячной заработной платы по городу Сухум за отчетный период составил 15 774 рубля, а за аналогичный период прошлого года он составлял 13 245 рублей. Индикативный план по объему реализованных товаров, оказанных услуг и выполненных работ за прошлый год перевыполнен практически по всем отраслям. Хуже всего с индикативными показателями справились сектор строительства и научно-производственный сектор. За рассматриваемый период предприятиями и организациями города уплачено более миллиарда рублей налоговых поступлений, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года. В 2016 году столичная администрация начала работу по подготовке инвестиционного паспорта города Сухум. В течение первого полугодия 2017-го работа должна быть завершена. Что касается жилищной сферы, то здесь идет активная работа. По словам главы жилуправления Сергея Матасяна, за 2016 год было принято более 1000 заявлений от граждан. Что касается выделения жилья молодым семьям, то такой программы, по словам начальника жилуправления, в администрации столицы нет. В 2016 году на учет было принято 58 нуждающихся в жилье граждан. Всего на учете стоит около 2000 человек. Что касается сферы образования, культуры и спорта столицы, заместитель главы администрации Людмила Адлиба детально рассказала о самых заметных мероприятиях и отметила, что в наступившем году они будут лишь расширяться. Сухум сохранил позитивные тенденции развития, уверен глава столичной администрации. Инфраструктурных проблем не допущено, но есть и недоработки. Атгурхаразия поставил ведомствам задачу активнее работать с должниками, которые так и стараются найти лазейки для неуплаты необходимых платежей и налогов. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Константин Парулуа. Абхазское телевидение. Сегодня состоялось заседание Президиума Академии наук Абхазии. Как сообщает пресс-служба Академии наук, основной вопрос, который рассмотрел Президиум – выборы директора АБИГИ. В результате тайного голосования директором института был избран кандидат филологических наук, доцент АГУ Арда Ашуба. Ранее его кандидатура была избрана на собрании научного коллектива АБИГИ и представлена в Президиум Академии наук. В Абхазской государственной филармонии состоялся сольный концерт Кристины Эшба. Восходящей, но уже заявившей о себе оперной звезде аккомпанировала солистка Сочинской государственной филармонии Валерия Анфиногенова. Об этом наш следующий сюжет. На сцене Госфилармонии звучит классическая музыка. Романсы Чайковского оживили зал. В исполнении Кристины Эшба они, кажется, стали чуточку ближе абхазскому слушателю. Романсы русских композиторов занимают особое место в творчестве обладательницы феноменального колоратурного сопрано. И свой сольный концерт на родине Кристина составила из произведений Петра Чайковского. Оперная дива волнуется перед выходом на родную сцену, но собравшись идет, чтобы дарить людям свое искусство. Волнение, безусловно, всегда присутствует у артиста, но оно бывает правильно, бывает неправильно. Бояться нельзя, надо испытывать трепет, особенно перед такой программой. Настроились уже? Безусловно. Родная сцена, она как-то помогает? Безусловно, конечно, я нахожусь дома, и мне не терпится туда
Камерные вокальные произведения Чайковский создавал всю жизнь. Ему принадлежат свыше 100 романсов. Вокальная лирика Чайковского – высочайший образец жанра романса. Кристина Эшба является собой ярчайший пример классического певческого мастерства. Выпускница Академии имени Гнесиных, солистка Абхазской государственной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, безупречно и красиво продемонстрировала талант и мастерство в исполнении классического репертуара. Со сцены филармонии в этот вечер прозвучали 16 романсов композитора. Оперной звезде аккомпанировала солистка Сочинской государственной филармонии Валерия Анфиногенова. Она отметила, что правдиво передать чувства и настроение – самое важное в камерном исполнении. В короткие сроки понять друг друга и сделать такой действительно какой-то по-настоящему музыкальный подарок сухумчанам нам вот помогло то, что мы, в общем, уже много лет сотрудничаем вместе. То есть у нас есть такое, знаете, какое-то общее дыхание музыкальное, что ли, и человеческое. Поэтому мы вот рискнули представить сегодня такую большую цельную программу впервые в нашем творчестве. Хотя мы выступали и в Москве, и в Сочи, но вот так, чтобы целый вечер вдвоем, это действительно здесь дебют. Радость встречи с талантом, филигранность, искренность и великолепные вокальные данные абхазской оперной дивы и российской пианистки Анфиногеновой, несомненно, покорили зал. Сима Аргун, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Компания «Аквафон» проводит новый конкурс «Весна с Аквафон». На этот раз она выбирает рекламное лицо компании. Имя победителя, вернее победительницы, станет известно совсем скоро. Об условиях конкурса расскажет Сария Смар. Конкурс «Весна с Аквафон» – это шанс заявить о себе на всю страну и стать новым лицом имиджевой компании «Аквафон». Конкурс проходил в несколько этапов на официальной странице «Аквафон» в сети Instagram. В нем приняли участие более 150 девушек, но лишь 10 из них удалось попасть на второй уровень. Основные этапы конкурса проходят в социальных сетях, и это дает нам возможность распространить информацию и моментально получить обратную связь от наших абонентов. С первых дней конкурс стал набирать обороты. «Весна с Аквафон» – это молодая девушка, энергичная, прогрессивная, которая есть что рассказать о себе. Также хотели бы отметить, что впервые за всю историю финал конкурса решают наши подписчики, обычные люди. На сайте Аквафон будет открыто голосование, и каждый желающий сможет зайти и сделать свой выбор. Хибла Воуба, Илона Кутелия, Хибла Гварами, Кристина Цушба, Даяна Харазия, Милена Бачава, Кристина Хасия, Милана Хутаба, Виктория Сычинава и Олеся Ампар. Это имена тех счастливец, которые пришли сегодня в головной офис компании «Аквафон» на селф-презентацию. Организаторы мероприятия отмечали, что для них важны не столько внешние данные девушек, сколько их креативность, а также творческий подход к презентации. Впрочем, удивить членов жюри участницам конкурса все же удалось. К примеру, Хибла Воуба представила специально подготовленный видеоролик о себе. Девушка признается, идея представить ролик появилась неожиданно и помогла ей сестра. Привет, Аквафон. Меня зовут Хибла, мне 22 года. Вообще я разносторонняя личность. В школьные годы я занималась музыкой, танцами, ходила на легкую атлетику, пела в хоре. Я еще делала капа. Почему я все написала, а сказать не могу? Каждой из этих девушек была дана возможность рассказать о себе. Более того, некоторые участницы конкурса удивили жюри умением петь, а также сочинять стихи. Кристина Цушба признается, решение участвовать в конкурсе приняла не сразу. Для девушки было неожиданно, что выбор пал на нее. Она учится в ВАГУ, увлекается рисованием, пишет стихи. Кристина активный пользователь социальных сетей, давно подписана на официальную страничку компании «Аквафон» в Инстаграм и следит за ее новостями. И именно это дало девушке возможность принять участие в столь масштабном конкурсе. О конкурсе я узнала в Инстаграме, я увидела фотографию на страничке «Аквафон» и решила участвовать в этом конкурсе. Для меня было это неожиданно. Я надеялась, что я попаду на этот конкурс, но когда мне сообщили, было очень неожиданно, и для меня это счастье, можно сказать, то, что я попала в 10 участниц. Компания «Аквафон» всегда удивляет своих абонентов необычными сюрпризами и конкурсами. Невозможно не отметить креативный подход компании к каждому мероприятию.
Компания «Аквафон» всегда стремится к привлечению в те или иные рекламные акции знаковых людей, которые являются примером для современной молодежи. Однако среди этой же современной молодежи существует огромное количество молодых ребят и девушек, которые хотели бы проявить себя, но не имеют такую возможность. Именно компания «Аквафон» предоставила шанс, дала эту возможность нашим красивым, умным и талантливым девушкам заявить о себе на всю страну посредством участия в конкурсе «Весна с Аквафон» в рамках рекламной концепции имиджевой «Времена года с Аквафон». Это был всего лишь второй этап конкурса. В полуфинал пройдет 5 девушек, из числа которых и будет выбрана победительница. Голосование начнется 2 марта на официальном сайте Аквафон и продлится 2 дня. Совсем скоро «Весна с Аквафон» станет еще ярче, ведь уже через несколько дней будет известно, кто все же станет рекламным лицом компании. Сария Смыр, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. Более 80 гектаров фруктовых насаждений выгорели накануне ночью в селе Аракича Чемчирского района. Пожар тушили 10 единиц спецтехники и 40 человек личного состава МЧС Абхазии. По словам пожарных, причиной возгорания мог стать санитарный пал, когда, чтобы очистить сельхозугодья от высохшей травы, ее просто-напросто поджигают. Однако при этом не соблюдаются меры безопасности и неконтролируемое пламя уничтожает все на своем пути. В канун начала весенних полевых работ МЧС Абхазии убедительно просит население не заниматься бесконтрольным палом травы и при возникновении пожара незамедлительно обращаться в спасательное ведомство. На канале ГТРК в прямом эфире продолжаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания. Сегодня прямой эфир Абхазского телевидения будет предоставлен кандидатам, зарегистрированным в Гудаутском 18-м избирательном округе и Пицунском 9-м округе. Завтра, 2 марта, выступят кандидаты от Сухумского избирательного округа номер 2 и Губского округа номер 28. И о погоде. Завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем плюс 13-15 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.